Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Внезапный поворот событий. Давайте узнаем, что готовит вам судьба. Загадайте, пожалуйста, на себя, на внезапный поворот событий и обязательно загадайте свой срок. Давайте вместе посмотрим, что вас ждет, что судьба вам готовит. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Смотрите, видите, знак больше, знак больше. Это все в вашу сторону. Чего-то совсем скоро у вас станет больше. У кого-то станет больше радости в жизни, у кого-то денег, у кого-то везения, веселья. Да? Вот можно перечислять до бесконечности. Вы все разные, и у каждого будет свое. Да? Чего-то своего станет гораздо больше, причем в двойном размере, в двойном объеме. Здесь вот как само веление судьбы, и как должная награда. Награда за какую-то помощь. Вы кому-то помощь оказали, либо кому-то доброе дело сделали. Вот как мимо не прошли. Мимо человека, мимо животного. Вот кому-то вы помогли. За это судьба дает вам награду. В двойном размере чего-то станет больше, либо что-то удвоится в вашей жизни. Вот то, что вам необходимо, либо с чем у вас сейчас проблема. У кого-то проблема с любовью, да, вот личная жизнь прям на ноле. Да, у кого-то проблема с деньгами. Вот в двойном размере награда за помощь, которую вы кому-то оказали. Причем оказали вот совсем недавно. Возможно, на днях, возможно, там, пару недель назад. Вот кому-то вы здорово помогли. И судьба вас за это в двойном размере награждает. Очень классный знак. А вот здесь нам показывают внезапное появление новых людей в вашей жизни. Причем здесь как и мужчину показали, так и женщину. Они с разных сторон идут в вашу жизнь, но идут вот чтобы остаться надолго. То ли дружить будете, то ли дела общие будете иметь. Люди очень классные, благородные, добрые, открытые, во всех отношениях приятные. Вот как два новых человека с разных сторон, в разных сферах жизни, я так понимаю. И вот они появятся, проявятся и в жизни вашей 100% задержатся. Вот именно так показали. Смотрите, какой огромный букет. Букет вам прям вручают. Вручают, знаете, не просто в руки дают, а вот как, знаете, кидают в вашу сторону этот огромный букет. Будете ловить на лету. Букет упадет вот свысока, мне идет, свысока. Может быть, какое-то предложение от каких-то лиц, которые должность занимают, может быть, от правительства, да? Может быть, от каких-то правительственных организаций, учреждений государственных. Может быть, от человека, который высокий пост занимает. Ну, огромный букет и прям летит в вашу сторону, вы руками прям ловите, в воздухе ловите. Очень приятное предложение, которое во многом украсит вашу жизнь, изменит в лучшую сторону. Прям шанс, всем шансом шанс. Ну, либо очень крутая возможность. И этот букет именно вам летит. Вот как вас выбрали, либо на вас пал выбор, либо вашу кандидатуру одобрят. Да? Вот именно так идет. И еще девушки, женщины, у кого есть отношения с иностранцами в интернете, допустим, то у вас прям предложение от этого мужчины пойдет. Головокружительное предложение, которое вы, конечно же, поймаете, которое вам точно по душе, возможно, ждали, надеялись, но когда же он вам будет предлагать, это случится в тот срок, который вы себе загадали. Да? Мужчина, который где-то находится, вам этот букетик прям издалека добросит, да, будете ловить. Букет огромный, красивый очень.
Дальше. Вот здесь показано, что какая-то проблема отпадет, причем отпадет сама собой. Проблема достаточно серьезная, выглядит как стена. И смотрите, видите, она разрушается. Вы ничегошеньки не делаете, вы даже в ту сторону не смотрите. Может быть, вы отказались, да, от этой проблемы. Может быть, вы такая руки разводите и говорите, ну что я сделаю, да? Распадается на мелкие кусочки эта проблема сама собой. Либо под влиянием, действием времени. Вот прям перестанет существовать. Одной проблемой у вас явно станет меньше. И это добрый знак, это придаст вам силы, это укрепит вашу уверенность в будущем, да, что все меняется, что завтра будет лучше, чем сегодня, либо чем вчера. Вот хороший момент. Вот мне идет, что в вашем понимании само собой решится, да, вот само собой отпадет. Но тут либо время влияет, да, может быть, как вышел срок проблемы вашей, да, срок годности закончился, ну, либо, возможно, даже у кого-то высшие силы, да, руками высшей силы эта стена убирается из вашей жизни. Может, время вам пришло двинуться вперед, да, у высших сил ведь тоже свои планы на вас. В общем, неожиданно и очень, кстати, приятно. Вот здесь у вас разговор состоится. Инициатор разговора – мужчина. Мужчина будет говорить с вами. Мужчина и женщина – одинаковое предсказание. Здесь этот мужчина будет чем-то интересоваться, задавать вам вопросы. Причем некоторые вопросы будут как личного характера, я так понимаю. Интересоваться вами, вашей жизнью, вашими делами, вашим семейным, не знаю, положением, там, что у вас в семье происходит. У этого мужчины интерес не праздный. Я вижу, что этот мужчина к вам очень хорошо и тепло относится. И тут еще так показано, что мужчина вам как спину свою вот как предлагает, показывает. Говорит, если что, да, если у тебя есть какие-то серьезные ситуации, неразрешимые ситуации, вот садись, я тебя покатаю, да, либо облокотись на меня, я тебя не подведу. Вам будет очень приятно. Вот от кого, а от этого мужчины вы точно не ждете. Возможно, даже с этим мужчиной у вас сейчас какая-то напряженка в отношениях. Либо недопонимание, а может быть, в принципе, вы не так близко общаетесь. А тут он сам подходит, спину свою предлагает, да, еще задает вам вопросы и говорит, давай покатаю. Вот, вы прям обомлеете. Как-то даже неудобненько вам будет. Но с другой стороны, вы же ничего не просили, это вам предлагают. Значит, не надо отказываться. Интерес у мужчины не праздный. Действительно, очень тепло. Вот теплота именно показана. Что конкретно, я не могу сказать. Вот теплое отношение к вам идет. А вот здесь вас судьба сведет с очень честным человеком. Человек до мозга костей честный. И этот человек вам прям все расскажет, всю правду расскажет, там подсказки даст, что-то объяснит, прям просветит вас этот человек. Вообще судьбе будете благодарны за то, что такие люди до сих пор есть, да, честные, абсолютно честные, и что именно с таким человеком вас судьба свела. У вас тут такой прям разговорчик по душам, либо очень продолжительный разговор, прям очень интересно будет общаться с этим человеком, даже расставаться не захотите. Вот настолько честный человек, настолько вот правильно, красиво подает информацию, и вы прям заслушаетесь этого человека. Еще какой-то телефонный звонок вас немножко растревожит. Голос как будто бы из прошлого. У кого-то, возможно, бывшие, либо люди, с кем вы общались там много-много лет назад. Такое впечатление, что человек вас долго искал и вот наконец-таки нашел, либо нашла. Вы, возможно, не сразу поймете, с кем говорите, да, либо вам потребуется время, чтобы вспомнить, кто этот человек и что ему от меня надо. Но, с другой стороны, будет очень приятно, что все это время человек вас искал, добивался, да, и наконец-таки нашел, да, там, с правдами, неправдами, всеми силами, с участием, подключением огромного количества людей, вот как нашел ваш номер телефона и смог с вами связаться. Вот как теплое что-то идет, теплое внутри вас зарождается. Вы думаете, уж надо, не забыла, как приятно, как хорошо. Вот человек действительно потратил уйму времени для того, чтобы вам найти. Когда вы все это услышите, вы поймете, о чем речь. Дальше здесь показываю дерево. На дереве
вопреки там, не знаю, сезону, ситуации, перспективе, вдруг начинают цветы распускаться. Это очень классный знак, особенно для людей, которые давно в браке находятся. Цветы вообще могут намекать и на беременность. И также цветы говорят о том, что как нежность между супругами пойдет, нежность, влюбленность, ну и страсть, соответственно, тоже пойдет. Прям, знаете, ничего не предвещало, хотя, в принципе, весна, да, весна у нас. Природа оживает, и отношения ваши оживут. Прям как в медовый месяц будете себя ощущать. Прям медовый месяц. Ну, а если вы прям уже люди, которые перешли определенный возрастной рубеж, и вам там внуков ждать, а у вас тут, извините, беременность наступит, то это прям совсем шикарно. Как новое дыхание, да, смысл новый в жизни появится. Но мужчина здесь, если беременность, то мужчина будет просто на 7-м небе от счастья, а женщина будет немножко встревожена. Кстати, еще по таким цветам могут быть дети ваших детей, действительно внуки у кого-то могут быть, да, весть о том, что вот дочь, либо невестка забеременела, да, вот такая новость может прийти. Ну и также дерево часто показывает здоровье. Цветы – это улучшение в состоянии вашего здоровья. Прям прилив сил, прилив энергии. И вы такая не поняла, да, что происходит, с чего бы это, да, с чего бы здоровье-то прибавлялось. Ну вот, регенерирует ваш организм. Либо вы там, может, правильно питаетесь, может, какие-то витаминки принимали. Вот, пожалуйста, прекрасный результат. Результат, который порадует. Дальше показывают женщину. Женщина в центре внимания. Как мужчины. Раз, два, три. 3 мужчины. С женщины глаз не сводят. Вас мужчины окружат, да, и каждый от вас что-то хочет. Девушки, возможно, у вас сейчас 0 мужчин, но в загаданный срок у вас их будет ровно 3. Ровно 3 и очень такие, понимаете, неспокойные ребята. Каждый хочет вас к себе привлечь, каждый хочет быть для вас одним единственным и самым важным на всю жизнь. И вот как перетягивают вас. Один, значит, сюда тянет, другой туда, третий, значит, к себе подтягивает. Прям на расхват. Девушка на расхват. С другой стороны, у кого-то прям так и отыграется, что бывший, настоящий и будущий, да? И все они втроем на вас претендуют, и каждый вас хочет себе. Ой, как же они вас достанут своими вот этими обещаниями, клятвами, уговорами. Прям захочется тишины и покоя. А с другой стороны, это ваше время, девочки, наслаждайтесь. Можете из этих 3 мужиков веревки, канаты, вот что в голову придет, то и вейте. Каждый из них ради вас, ради того, чтобы заслужить право быть рядом с вами, готов будет пойти на все. Мужчины, переворачивайте на себя. У мужчины внимание сразу от 3 женщин. 3 женщины сразу будут добиваться вас, добиваться права быть рядом с вами, быть вашей спутницей. Прям и развлекаться будете, и уставать будете, и нервы немножко вам потрепят, но с другой стороны, это ваше время, и берите от жизни лучшее, да, либо лучшего выбирайте. Ну а если ни один кандидат не подходит, вы знаете, что делать, да? Не унывать и идти дальше по жизни, и искать своего спутника. Но эти 3 точно вас будут развлекать. Еще, мои хорошие, в какое-то необычное место вы попадете волей судьбы. Место очень необычное, непривычное. И с первых моментов даже как-то некомфортно себя будете чувствовать. Может быть, в дом к какому-то человеку попадете. Может быть, это какое-то развлекательное учреждение. Какой-то ресторанчик, кафешка, магазинчик. Да? Вот куда-то вы попадете. И сначала такая: ой-ой-ой, куда это я попала? Что тут продают? Знаете, вот как в магазин для взрослых зайдете. Вот. А с другой стороны, вы как присмотритесь и скажете: о, а тут интересно, да, тут есть на что глаз положить. Ну, либо там, не знаю, кафешка там для вегетарианцев, либо там кафешка какой-нибудь там национальной кухни. Скажете: фу-фу-фу сначала, а потом скажете: ой, а интересно, а как это, да, какой вкус у этого блюда.
И вот знаете, так показано, что попадете случайно, но потом это место станет вашим любимым. Будете посещать постоянно. Вот, так что, да, все бывает. Судьба вам вот такой новый, как интерес приготовила, да, новое интересное место. Так, а вот здесь показано, что мужчина женщину очень сильно порадует. Он ей как сюрприз готовит. А судьба ему в этом помогает. Какая бы проницательная женщина ни была, вот до последнего для вас это будет сюрпризом. Прям настолько вот застанет вас врасплох этот мужчина со своим сюрпризом. Даже, возможно, вы будете не готовы, да, там, спросонью, без макияжа, либо уставшая с работы придете. А он вам раз и праздник, а он вам раз и фейерверк, и всякие блестяшки, и подарки, да, лепестки роз. Вы действительно обрадуетесь. Вот настолько вам будет приятно, что обо всем на свете позабудете. Мужчина праздник дарит, мужчина сюрприз делает. И вот вижу, что после этого сюрприза, даже если вы в чем-то сомневались, ну, по поводу этого мужчины, то все сомнения у вас отпадут. Ну, порадует так порадует. Удивит так удивит. Ну, тут полное удовлетворение идет, да, вот радость, умиротворение, такие теплые ощущения. Мужчина постарается. Это может быть и муж, это может быть и сын, зять может быть, брат может быть, отец может быть. Ну вот мужчина, который к вам очень хорошо относится и который вас действительно сможет удивить, порадовать и удивить. Дальше, мои хорошие, здесь мост. Мост как будто бы строится здесь и сейчас, а вы не замечаете. Но это к вам кто-то подход ищет. Действительно ищет подход, и у человека получится. Может быть, вы на кого-то внимания не обращаете. Может быть, вы с кем-то не хотите общаться. Но вот вижу, что человек все-таки ключик к вам подберет. Подберет, и вы поймете, что зря не хотели общаться. Вы поймете, что зря игнорировали этого человека, либо не придавали значения этому человеку. Прям сумеет вам понравиться, сумеет втереться к вам в доверие, можно так сказать. Но человек хороший, неплохой, точно вас не обидит. Еще кого-то показано как повышение по должности, повышение оклада. Это случится совершенно внезапно, и, возможно, повысят только вас, либо повысят только вам, да, если мы говорим про оклад. Прям почувствуете, что вы избранный человек. Вот действительно почувствуете. Вот как вызовут вас, получается, да, и вам об этом сообщают. Ну, либо всех сотрудников соберут, да, если всем будут повышать, то и всем расскажут. Но прям все будет как в тайне, в секретности, да, хранится, пока вот этот день X не настанет. Ну, а если повысят вас, либо повысят только вам оклад, то вас, наверное, предупредят, да, чтобы вы не говорили, объяснят, почему именно вам повышают, что вы ценный сотрудник, что вас не хотят терять, что видят, что вы этого более чем другие достойны. И это тоже будет очень и очень приятно. Какие бы там ни были у вас проблемы на работе, либо претензии к руководству, прям как рукой снимет. Скажете: ой, они все хорошие, все-таки они видят, что я делаю, видят, как я стараюсь, и ну вот воздают мне награду. Может, повышение не будет таким прям уж очень глобальным, но тем не менее это приятно, это то самое, что вам необходимо, чтобы дальше продолжать работать. Да, может, вы думали там уйти, перевестись, а вам тут зарплатку повысят, либо должность повысят. Ну, приятно, все-таки приятно, согласитесь. И еще здесь показано, что вам за что-то платить не нужно. Вот вы соберете денежку, пойдете что-то платить, а вам скажут, что платить не надо. Либо платить нужно там сущие копейки. Приятно, тоже приятно. Там то ли ваша ошибка, вы как-то неправильно посчитали, то ли, может быть, ошибка тех, кто вам там счет выписал, либо кто вам озвучил ценник, да, сумму озвучил. Действительно будет приятно, и еще экономия какая, да, у вас деньги свободные появятся, на себя можете потратить, либо на какие-то другие необходимые нужды, а может, отложите до лучших времен. В общем, хороший момент с деньгами показан. А вот здесь показано, что вам кому-то не нужно будет что-то доказывать. Да? Может быть, какой-то тугой человек, принципиальный, с плохим характером, и вы это знаете, и вы себя на это настраиваете. Но ничего подобного не случится. Человек, даже уговаривать не надо, да? Сразу с вами согласится, либо сразу
выступит на вашей стороне. Неожиданно, неожиданно, внезапно, внезапно, приятно, да очень приятно. Прям как гора с плеч. Вот так себя и почувствуете. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.